Давайте начнем. Мы, в принципе, начали. Сплин – это хорошее начало. Не можем избежать контекста, который происходит в нашей стране. Это тоже своего рода фильм, это тоже своего рода контекст, и в нем есть тоже своего рода герой или герои. И мы сегодня, было ли предложение отложить нашу дискуссию о кино, но мы отказались и решили все-таки ее провести, потому что кино – это некоторое отражение реальности, и отказать себе в таком удовольствии мы не можем. Мы поговорили практически со всеми, кто сегодня участвует в нашей дискуссии, и я предлагаю начать наш сегодняшний разговор. И мой первый вопрос такой. Соответствует ли кино своей эпохи? И заменяет ли кино память о своей эпохе? Этот вопрос сформулировал сегодня в преддискуссии Медет Тулигенов. Ему его и возвращаем. Спасибо. Так, мяч на моей стороне, да? Ну, всем добрый день. Очень рад тому, что мы можем говорить о кино и о памяти через кино. Я возьмусь, наверное, за первую часть этого вопроса. То есть, как это звучало, кино и эпоха. Ну, поскольку это день кыргызского кино, то понятно, что у нас фактически, кстати, по-моему, даже почти что юбилей, да, это кыргызского кино. Именно в плане того, что какие-то первые кадры где-то в 1920 году и появились. Там, по-моему, были какие-то хроники того, как там было козлодрание, какой-то той, какие-то кинематографисты приезжали и что-то снимали. То есть, во всяком случае, в плане хроники это, ну, что-то такое юбилейное. Но мне кажется, что кино – это же своего рода такое отражение эпохи как таковой. И здесь, если мы говорим о памяти, то это память же разных поколений. Есть, конечно, те, которые что-то и не помнят, что было там связано с 20-ми, 30-ми, ну и так далее, другими десятилетиями. Кто-то уже помнит, и потом это наслаивается на личные впечатления, плюс как это отражается в кино. И здесь же, если так в контекст такой ввести, кино же это производство, которое нацелено на зрителя, в котором участвуют там сценаристы, режиссеры, ну и масса людей. И в советское время, да, даже и в постсоветское время, это же кроме самих творческих команд, это же еще масса других акторов из государства, которые участвовали в производстве. И это своего рода попытка формировать впечатление о текущем моменте, но в то же время и закладывать какой-то фундамент, под как это будет вообще вспоминаться. Потому что, ну, я как бы в истории кыргызского кино не сильно разбираюсь, но даже вот эти первые съемки того, как там Джайло снималось, вот эти козлодрания, ну и всякие то и так далее, это же попытка запечатлеть момент какой-то и донести документально до следующих поколений, да, или для текущего зрителя на тот момент. Но потом же как бы ситуация немножко меняется, потому что кроме того, что запечатлеть момент, это же еще какой-то месседж, посыл же. И здесь, конечно, тоже вот как раз-таки специфический подход к памяти. Во-первых, это не только память, но и восприятие текущего момента, но в то же время, как это должно отложиться в памяти других. Мне кажется, что здесь вот кино кыргызское, но в то же время, как и советское, ну и не только советское, я думаю, во многих других странах такое же было, это попытка как-то запечатлеть какие-то подходы к тому, что происходит с кино. Даже через какие-то, может быть, истории отдельных моментов, всяких кинопроизведений, которые состоялись или даже не состоялись, это тоже можно смотреть на эпоху. Я вот, мне как-то давно подарили книгу «Кинолента памяти», Михайлов написал про кыргызское кино. Там интересно тоже было читать. Там в 20-х годах, когда создали вот этот киноконцерт, мне тогда это назывался, по-моему, акционерное общество, в середине 20-х годов «Восток кино». Кстати, тоже такой интересный, когда мы говорим про ориентализм и внутри советского этого большого государства, как вдруг не термин, там, Центральная Азия, Средняя Азия, вот такой Восток, кино там. И вот тогда разные проекты, в том числе и был сразу изначально проект по 16-й год. И вот, кстати, судьба вот этого кинопроекта про 16-й год, 20-й год он не состоялся, потому что всегда были такие рецензии от руководства, что есть риск того, что это может вызвать русофобские настроения у местных зрителей. Так буквально, по-моему, в каких-то протоколах и писали. И так в итоге как бы в тот момент это кино и не состоялось. Или вот даже была другая история про кино, когда собирались про интервью
по создавать. Это было тоже там уже почти что процесс пошел, но потом в итоге так, по-моему, не дошло до конца, потому что уже начался период коллективизации, и как бы вот показывать Интергильпо на фоне коллективизации, это было, ну, не совсем, я так понимаю, удобно советскому руководству, в итоге как бы вот зарубили. И в этом отношении это получается, кино же, это фактически какие-то продукты, произведенные в прошлом, исходя из тех контекстов, которые тогда формировали пропагандистский, в том числе, ну, говорим про советский же контекст, подход к тому, что должно произойти с этими кинопроизведениями, но в итоге потом это откладывается во что-то или выливается в какой-то продукт, если, конечно, доходит до экрана, который потом уже воспринимается зрителями. И понятно, здесь потом уже наслаивается другое. Это не только какой-то политический момент на момент создания кино, но это еще и какая-то интерпретация, когда нужно посмотреть потом, там, не знаю, может, кто-то из вас помнит, там, предположим, классный руководитель сводил класс в кино, и потом нужно обсудить, там, что было создано 30 лет тому назад, и это примерить уже к текущему политическому моменту уже впоследствии. И получается, кино, как произведение каких-то таких артефактов, исторических, условно говоря, да, это же тоже такой процесс того, что было когда-то, когда на момент чего-то, когда она создавалась, а потом, когда она соприкасается с зрителем. Она соприкасается с зрителем же по-разному. Там какие-то произведения живут там столетия, какие-то произведения живут буквально годы, потом забываются. Но все равно оно какой-то имеет эффект на зрителя. И она имеет эффект, исходя из того, в течение какого времени она просматривалась. Я сам, извиняюсь, буквально недавно только перестал смотреть «С легким паром», потому что это для меня лично всегда было так, это что такое в плане того, что такое, ну, как бы какие-то ритуалы, праздники, типа Новый год, это же через кино тоже как-то наслаивается так, какая-то ностальгия потом ушла, и как-то уже Новый год по-другому стал встречаться. И это со многими другими же вещами, да. Понятно, что не все такие фильмы имеют судьбу того, чтобы они наслаивались на жизнь почти каждой советской семьи, но какой-то такой эффект они тоже имели. Я просто как бы это, я не буду долго сейчас говорить, я думаю, мы будем так чередоваться, я сейчас завершу. Хочу просто сказать, что когда мы обсуждаем про кино и память, наверное, важно иметь в виду вот этот аспект того, что был какой-то политический, иногда, может быть, даже не совсем политический, смешанный художественный аспект того, как это нужно воспринимать, как это нужно что-то произвести, и это будет иметь эффект на какого-то зрителя в тот момент. Но потом это имеет эффект и в последующем и так далее. Не знаю, условно говоря, сейчас последняя ремарка. Если смотреть уже не из нашего контекста, американский контекст, да, «Унесенные ветром», знаменитый фильм, да? И вот сколько людей формировали свое понимание гражданской войны через этот фильм. Но этот фильм был создан там, когда в конце 30-х годов, да, там, скажем, в каком-то своем контексте. Это еще до гражданских прав, это когда еще сегрегация расовая сильная была, а потом раз сейчас. Когда сейчас Black Lives Matter и так далее, и какова роль была там чернокожих актеров, и кого они играли, представляли, это уже по-другому воспринимается. И получается, в фильме что же происходит какую-то трансформацию. И память о событиях, про которые, или об образе жизни, которые транслируют какие-то фильмы, они тоже происходят какую-то трансформацию. Ну, ладно, я на этом пока завершу. И все-таки из твоих откровений, почему ты вдруг 30 лет спустя позволил себе перестать смотреть «Иронию судьбы» и «С легким паром»? Ты сказал совсем недавно. Как ты отрезал себе эту привязанность? Я думал, я отрезал, потому что это, скорее всего, технологический прогресс к этому привел, потому что в судьбе многих из нас, кто достаточно долго прожил, телевизор играл важную роль, да? И как-то в каких-то событиях, особенно в новогодний день, там, в новогоднюю ночь, там, два события было важно. Там, включить телевизор, посмотреть «С легким паром», потом включить телевизор и послушать президента, который поздравляет, да? Потом в какой-то момент с интернетом, со всеми другими вещами как-то телевизор стал менее важным. Иногда ты можешь прокрутить и с этим легким паром за 5 дней до Нового года, а потом думаешь, да вообще зачем это? Мне кажется, просто это, конечно, другой аспект. Это связка с какой-то ритуализацией нашей ежедневной личной жизни или общественной жизни, и почему мы что-то делаем там на какой-то там праздник. Не знаю, на 8 марта мы же не смотрим что-то про Клару Цеткин, да, там скажем. Но вот почему-то Новый год вот семейно там зацепилось. Или то же самое, как американцы смотрят, как этот фильм называется, у них старый, 40-х еще годов, там, It's a Wonderful Life, там. Это тоже такой Christmas, типа такой фильм, который все смотрели, во всяком случае, в Америке. Это просто какая-то традиция. Но у нас
получается, Новый год почему-то увязался с этим фильмом. Наверное, просто механизм памяти уже как бы истончился, раскрошился и уже не мог выдержать больше, чем 30 лет смотреть этот фильм, поэтому я и перестал. Ну, это помимо технологического объяснения, почему вдруг произошла такая перемена в моих таких традиционных семейных практиках. Да, наверное, Новый год тоже особый случай такой. В Европе смотрят тоже старый фильм про принцессу. Я попыталась посмотреть, но не пошло. Наверное, с детства надо смотреть, да, его? Да. Ну, наверное, это уже, наверное, кино как ритуал. Мгм. Коллеги, друзья, я извиняюсь, у меня интернет зависает, видимо, из-за нехватки электроэнергии. Если вдруг буду зависать я, вы меня подхватываете. Медет интересную вещь сказала. Он сказал, как кино, как ритуал. Действительно, с легким паром это ритуал, который даже пытались ребрендировать, но мне кажется, все равно люди, смотрящие этот фильм, смотрят тот самый первый. А вообще, Назик, как вы думаете, а отражает ли кино память? Да? В данном случае мы говорим про коллективную память. Любую. По-разному, наверное. То есть, в первую очередь, любое кино – это за созданием фильма стоят люди, да, то есть это автор сценария, режиссер, и в первую очередь это, наверное, их видение, да, как Абашин меня поправлял, не их, а их, да? Видение Меня тоже поправляют часто. того или иного периода. И, наверное, в любом случае там больше отражения, да, всего эпохи той, потому что если это про современность снималось, то там будет идти та же самая мебель будет использоваться, те же самые одежды, пусть даже самые модные будут они, но хорошо сидящие, не такие, как мы видели на остальных простых людях. Все-таки там работали художники, хорошие портные, да, наверное, они доставали хорошие вещи, но в любом случае это отражение той моды, того периода, даже той манеры разговаривать, наверное, тех слов. И в основном это да. Пусть это будет взгляд одного человека, режиссера или автора сценария, то как-то отражает. Другое дело, что и в фильмах, или диалогах, и в советских фильмах, причем я заметил, что те фильмы, кыргыз-фильмы, которые мы любим и ценим за подбор актеров, за хорошую игру, за хороший сценарий, они очень пропагандистские. Например, Такие фильмы, как, например, ну пусть это будет «Седьмая пуля», «Выстрел на перевале Караш», там все-таки отражены, да, такие вещи, как классовая борьба или там свой-чужой, там белый, черный, хороший, плохой, злодей, наши хорошие, они злодеи и так далее. А в этом, вот, например, Талгат Нигматуллин снимался в фильме «Провинциальный роман», очень хороший, там запомнился мне сценами в Чолпоноте, в Караколе особенно, и там ну, нету никакой пропаганды, он про простую там жизнь, и даже там очень тех моментов, когда идет по знакомству, через суд решили там многие вещи и так далее, да. То есть там уже пропаганды нет, но это поздний период, это конец 70-х, начало 80-х годов. И если взять вообще какие-то сюжеты или притчи, которые идут сквозь время, то очень мы видим, что зачастую государство меняло сюжет или притчу под свой этот, потому что иногда эти притчи идут сквозь века, да. Если мы возьмем даже притчу про Мулан, например, сейчас вышел он недавно фильм Мулан, и он, то там из Мулан, во-первых,
сама легенда была не китайская, но она стала китайской, да? Во-вторых, девушку помещали в разные века, в разная судьба у нее была. Например, если она жила во время императора Янди, он в китайской литературе, он очень образ деспота у него. В конце концов, Мулан изнасиловали, и она повесилась. Дальше идет там еще какой-то период, например, период Тан, когда императрица китайская стала женщина императрицей. Там тоже из-за того, что Мулан была сильная, ее вызвали ко двору, но она все поняла и самоубийством закончила. То есть сейчас Мулан мы видим как больше феминистический такой фильм, где очень много такого призыва к равноправию полов, к тому, что женщина это не только чай наливать, да, как это было актуально 8 марта и так далее. То есть в любом случае вот эпоха, она может, оказывается, влиять. И причем Мулан это был рассказ, да, а не фильм какой-то. И здесь то, что фильмы будут показывать, и там будут заказчики, он будет отражать мнение все-таки заказчика. И тот же самый фильмы, которые были сняты на государственные средства или средства фондов, нынешние кыргызские, они вообще невозможно их смотреть из-за того, что там очень много идеализации, например, Исхак Разаков или Курманджан Датка. Пусть сейчас очень хорошие картинки стали из-за того, что техника очень продвинулась, но даже хорошая картинка некоторые наши фильмы не может спасти, потому что игра актеров, слишком такая сакрализация героев, когда ты не можешь показать их человечность, они разговаривают как на политбюро с друг другом. Из-за этого, мне кажется, даже заказные фильмы, и вот если мы сравним заказные фильмы кыргызские после независимости и заказные фильмы Советского Союза, то, несмотря на идеологию, все-таки там актерское искусство, режиссерское исполнение и так далее гораздо на большем уровне стоит по высоте, ну, на мой взгляд, конечно, чем нынешние фильмы. Если мы возьмем советское кино, снятое про кыргызов или на этой территории, можно ли назвать, что пропаганда так работает? Вот, ты сказал о том, что качество и так далее. Давайте вспомним таких актеров, как там, Чокморов, да? Джумадылов. Джумадылова очень часто ассоциировались там, с Баем, с Манапом. То есть, когда вырисовывали вот этот вот образ, как правило, очень часто мы видели роли Джумадылова. Но вот с Чокморовым, мне кажется, иначе, да? То есть это такой архетип красивого мужчины кыргызского. Несмотря на то, что у него роли были разные, и в «Седьмой пуле» красноармеец, и отрицательная роль в «Лютом», он как был любимцем, так и остался. И сказать, что его ассоциировали с каким-то персонажем, как это, например, случилось с Джумадылом, очень сложно. И несмотря на то, что действительно он играл в большинстве фильмов такого идеологического порядка, мне кажется, что эта фигура не стала ассоциировать какой-то определенный один образ. И об этом тоже очень, наверное, стоит говорить. Есть ли у вас какие-то ассоциации по советскому кыргызскому кино, которые могли бы быть ближе, вот если мы возьмем такую как бы дистанцию, пропаганда советская, да, когда заказ, и более приближенный к памяти фильм, какой-то фильм или, может быть, герой. Есть ли у вас такой фильм, который бы ближе бы ассоциировался с реальностью? Пока вы будете это говорить, я скажу свой такой фильм. Вот не зря наша коллега Зарема взяла на анонс сегодняшней дискуссии картинку из фильма «Очкарик».
Виду-Гириса, который очень многие воспринимают, жившие во Фрунзе, ассоциируют как близко, как родное кино, потому что там абсолютно антураж, люди, быт, одежда, все из очень близко и понятно. И даже назвать эти фильмы пропагандистскими очень сложно. Это фильм такой, детский фильм о, ну, скажем, о детях. Конечно, там тоже есть контекст, там есть светлое, там есть такие проблески светлого будущего, где, видимо, будут жить эти дети, которые вырастут. Но тем не менее. И еще один вопрос. Может быть, я забегаю вперед, но тем не менее, отдав как бы вам в дискуссию, разговор. Вот феномен кыргызского кино. Об этом очень часто говорят, он случился. Я знаю, что об этом писали и говорили. Есть разные гипотезы, почему он случился и как он случился. У меня совсем другая гипотеза. Давайте я предлагаю поразмышлять и об этом сегодня тоже. Я открыт. Пожалуйста, включайтесь все, кто сегодня участвует. Я знаю, что у Медета есть там какие-то размышления по этому поводу, и он в них уже находится. Ну, если говорить про советское кино, про вот пропаганду, ну, понятно, что где-то, когда речь идет о кино, это же, с одной стороны, это развлекательный жанр, с другой стороны, когда говорим про советский период, это пропагандистский, и там, наверное, много разных обстоятельств, почему иногда одно превалировало над другим. Иногда, может быть, удавалось сочетать и то, и другое. Иногда, вот как Назик говорил, было специальное, как бы такое, по заказу. Тоже вот это, я долгое время, особенно в детстве, любил смотреть фильм «Офицеры», да, ну, хороший фильм. Ну, по заказу Минобороны СССР был сделан, да. Явно и понятно, почему он был сделан. Да, ну вот и тогда вот делают такие хорошие фильмы. И здесь как бы творчество и заказ, она как бы вот сходится, сводится. И вот мне интересно с точки зрения, продолжая про эпохи, вот то, что я говорил, да, вот интересно смотреть, как вот эта эволюция происходила, и как иногда, если на нас смотреть как на историков, как судьбы фильмов или разные вот темы, они отражали какую-то эпоху, там, скажем, как пытались снимать фильмы про Манаса, да, там, скажем, после войны. Там где-то, может, даже получалось, вот Джомар Бакамбаев был один раз там сценаристом, по-моему, фильма, там, Семетей, сын Манаса. Это не у меня же, да? И, Перезад надо выключить микрофон. Ой, извините. и тут тоже было интересно. Я говорил про Интергельпо, про 16-й год. Потом у Мелиса Улбыкеева, конечно, получилось про 16-й год, но это уже после войны. Но особенно интересный такой период, это же вот перед перестройкой, да, вот вспоминали же вот фильм сейчас вот Берназарова, да, этот, как про Мырзу президента. Точно Келимис название забыл. президент. Да, Кошкельмис, Мырза президент, да. И вот прям перестроечный фильм же был, это Геннадия Базарова. Фильм назывался «Первый». Это образ секретаря райкома, фильм, по-моему, 84 года, как раз перед началом перестройки. И вот когда показывались на примере там героя, главного секретаря, первого секретаря райкома, что вот был плохой секретарь райкома, а теперь пришел хороший, и вот через его трагический такой, немножко такой драматический фильм, там как раз Аветбек Джумадылов играл главную роль, как бы показать, с одной стороны, пропаганда, да, там, скажем, вот это, вот смотрите, там вот, есть плохие, конечно, партийные боссы там местные, но есть иногда и хорошие, там, скажем, ну, как бы такой стандартный посыл, но в то же время это попытка показать проблемы, показать вот этот пафос, показушность и так далее, и так далее. Все то, что, в принципе, вот накапливалось перед перестройкой и потом иногда выливалось в фильмах. Это не только вот то, что многие знаем про советские фильмы такого общесоюзного масштаба, но вот и наши фильмы, в том числе вот через этот фильм Геннадия Базарова. Или вот фильм Шамшиева, да, кажется, был вот этот «Восхождение на Фудзияму». По-моему, это уже вторая половина 80-х годов. Это когда тоже интересная Да. такая драма, когда семья сбирается, такой ежегодный ритуал или какой-то регулярный на какую-то гору, по-моему, в пригородах Фрунзе или Бишкека. И они говорят, и тут столько проблем, да, вылилось, в том числе политического характера, которые связаны с семейными разными историями. И это вот тоже вот интересно, как отражение эпохи. И вот мне кажется, вот, да, просто фильмы-то разные, и вот почему мы вспоминаем или не вспоминаем там какие-то фильмы, там, скажем. Я вот тоже вспоминаю, пытаюсь вспомнить, там, скажем, какие не просто советские, а кыргызские фильмы советского периода я помню. Ну, есть разные, да. Вот «Очкарик», но для меня это как бы немножко ассоциация, это мы же вспоминаем свое детство, да, это ассоциация с каким-то просто периодом взросления.
Иногда я себя там ассоциировал с этим очкариком, там, скажем. Иногда это тоже, с точки зрения политической, тоже интересно смотреть, как это такой же маленький бунтарь, да, он не вписывается ни в класс, ни в двор, ни в этот. И тут человек, который не конформист, условно говоря. Это же вообще как бы странно для советской такой идеологии показать мальчика в таком ракурсе. Ну, вот как-то вот случилось это. Но Тебя мне с ним кажется, здесь ассоциировал? да, особенно когда пытался подтягиваться, да, в детстве. Так что, мне кажется, здесь много разных этих аспектов. А этот фильм Творческое и тоже политическое. Видугирис, да, снимал? Режиссер Видугирис тоже, нет? Очкарик, да. Да, да, да. Да, Но он вот. сам по себе такой самобытный режиссер был, Видугирис, да, его фильмы, вот я еще 3 его других фильма про Тахтагульскую ГЭС смотрела, тоже на удивление, там почти нет пропаганды, и он «Нарынский дневник» называется, первая часть фильма, и он как бы на протяжении фильма ищет героя, и прямо ведет как бы монолог или дискуссию со зрителем. Ну, там стройка кипит, Токтагульская ГЭС строится, а обычно же такие стратегические объекты через пропаганду показывались. Типа вот, мощь такая, так, перевыполнение плана и так далее. А в фильме он просто со стороны снимает всех рабочих, строителей и ищет героя, как бы. Так, кто бы герой? Этот маляр? Нет. Наверное, этот инженер? Нет. А ну, подойду поближе, спрошу, как они себя, в общем, сейчас опишут, и дальше посмотрим. В общем, вот так вот где-то полфильма он ищет героя, то есть со зрителем он как бы имеет связь, да, и, ну, это монолог, но как бы диалог идет. Вместе с ним ты тоже всматриваешься и ищешь, как бы, действительно, кто герой, да, кто играет большую роль. Здесь прораб или какой-то бурильщик, например. В общем, здесь, да, как Медведь сказал, больше, ну, наверное, да, от эпохи, то есть после 60-х, даже в 70-е оттепель пошла, и там уже было меньше пропаганды, у режиссеров больше как бы свободы было, да, как писать свои сценарии, и здесь больше зависело от режиссера, да, и сценария. И особенно Видугирис, да, его звали, он, мне кажется, отличался в этом плане. Он себя очень свободно чувствовал. Да, его фильмы документальные в основном. «Замки на песке», про побережье Иссык-Куля, про дно Иссык-Куля. Вообще он удивительный, конечно. Он никак не вписывался в такую официальную структурную иерархию фильмов. Но если мы говорим про, например, вот 2 потрясающих известных режиссера, да, если мы возьмем про работу Акеева, работы, да, они тоже показательны, потому что, опять же, возвращаясь, да, к этому феномену кыргызского кино, почему оно случилось? Потому что мне кажется, что совпало то, что появились режиссеры такие самобытные, с одной стороны, как бы соль земли, с другой стороны, уже получившие профессиональное образование, и которые стали снимать фильмы о себе, да, не про там, эпоху революции, достижений и прочее, а была такая препарация того социального структуры, да, допустим, в Кыргызстане. С одной стороны, например, то, что было у Акеева с его фильмами, когда показали там село, город, разрывы реальные в то время. И с другой стороны, фильмы Шамшиева, я имею в виду те фильмы, которые там связаны с творчеством Айтматова. То есть появился еще и Айтматов, да, появились... Мне кажется, что феномен кыргызского кино – это такая попытка говорить о собственной национальной или локальной идентичности, которая тогда была, даже в контексте тех советских пропагандистских рамках, как это было позже. И если вообще мы смотрим про кино, снятое у нас, мы видим такие волны, да, и до сих пор, когда говорится о кыргызском кино, очень многие говорят, ну вот, были же такие вершины, были же там фильмы Шамшиева, Акеева, и вот то, что происходит сейчас. А если мы говорим про то, что происходит сейчас, и возвращаемся к этому моменту, то ну, разве... И очень многие довольно снисходительно об этом говорят, но разве сегодня мы... Вообще, можно ли сравнивать фильмы советского в том кино
том числе для вот этого феномена кыргызского, с тем, что снималось в независимость? Вообще, а если можно, то по каким критериям мы можем это сравнивать? Зарема? Да, я вижу, к нам присоединилась Зарема. Зарем. Да-да-да, я с вами, только я видео не могу включить, извините. Сейчас я выбираю, как его выбрать, Зарем, боже мой. я Да, представляю Зарема Касиндиева. Зарема очень давно и очень хорошо знает кино вообще. ага. Слышим. Почему случилось? Мы рассматриваем вообще кино как пропаганда, кино как память. И в этом контексте можешь нам в этом смысле рассказать, почему случилось это кыргызское чудо в советское время? Хороший вопрос, потому что, в принципе, что такое вообще кино для Кыргызстана? Это ведь на самом деле, что такое кыргызское чудо? Говорить об истории, конечно, первые фильмы были сняты еще технически документальные в 30-х, 40-х годах, но вот этот бум 60-х годов, который произошел, это, конечно, воздействие Акира Куросавы, это воздействие именно, как сказать, эстетики кино, такого визуального кино, обращенного на историю так называемого маленького человека, да, в контексте, ну, так скажем, сторителлинга, да, чем занимается, в общем-то, кино как исторический источник. И игровое кино, то есть те фильмы, где ознаменованы как чудо, это контекст именно истории определенного человека, который вместе с тем несет такой шифр памяти, да, будь это история по произведениям Чингиза Айтматова, я, правда, не знаю, что вы уже обсудили про этот путь, вот, но это дело так называемой, ну, что называется, мнемотехники, да, то есть запомнить образы, заполнить экран теми образами, которые формируют текущего современного героя. Да, что такое герой на экране, что такое история героя. Если мы возьмем первые фильмы, которые были сняты до Океева и Шамшиева как источников, таких знаковых источников кыргызского чуда, то, конечно, мы должны говорить о фильмах Ларисы Шипитько «Зной», где впервые появляется в качестве такого героя, осовремененного, отождествленного с изменением истории, в том числе советского общества, к которому мы принадлежали. Это молодой Болот Шамшиев, да, в роли юного паренька, который, собственно, и движется в своих исторических аспектах, ну, то есть по своей истории, показывая вот тот самый молодой герой. Или же мы смотрим на попытку, вернее, не попытку, а вот действительно эстетику Акиры Куросавы и фильма «Первый учитель», снятого Андроном Кончаловским, и где, собственно, мы увидели нового героя, да, это айтматовские герои, но в то же время это квинтэссенция нового человека, да, или новой парадигмы, каким должен быть. Ну, я не очень люблю, когда говорят маленький герой или судьба маленького человека в контексте. Да, это оправдано, но для кино, мне кажется, это уже настоящий образ. Это не просто передача памяти исторической, да, вот как все начиналось, как все действовало, как все происходило, но и это попытка придать историческим процессам осмысленность. И, в общем-то, если мы вспомним эстетику японской режиссуры, когда идут долгие такие планы, долгие ну, панорамирование, так скажем, пейзажей, то вот здесь очень, очень здорово получилось, собственно. Поэтому я бы сказала, что кыргызское чудо – это было новое слово в контексте советского кино. Оно стало, прежде всего, озвучило эстетику новых
съемок, нового подхода к операторству, то есть вот к деталям. Потому что если вы посмотрите на советские фильмы того времени, любой киностудии Советского Союза, то не было вот этой детализации по пейзажу, не было детализации по образам, кинообразам. Мы впервые, можно сказать, почему назвали, впервые произошло вот сшивание эстетики восточного в эстетику европейского подхода к кино. Вы знаете, я читала такую фразу про наше чудо, это среди европейских режиссеров. Там есть такая фраза, вот, я даже ее зафиксировала, я ее вам хочу просто передать, что сила воздействия кыргызского кино в разнообразии построенной, сложно организованной, предельно сконцентрированной информации, как совокупность эмоций, передаваемых зрителю, и заполнение ячеек памяти, да, то есть ячеек памяти по построению личности в кино. Если мы будем сравнивать с европейским кино того периода, вот французское, где... Давайте посмотрим на эстетику фильма «Мужчина и женщина», да, и сравним «Первый учитель». Очень интересно посмотреть на вот этот момент. Это приблизительно одни и те же, ну, буквально их разделяют 5-6 лет по своему созданию, но вот восприятие отношений внутри фильма, восприятие пейзажей, вот наш горный такой рельеф, где маленькая Алтынай, в общем-то, речки вот эти горные, да, и первый учитель, как они моют посуду какую-то, как они смотрят друг на друга, если мы вспомним вот самые первые кадры. И мы вспомним фильм «Мужчина и женщина», где вот они, пара на фоне большого такого моря, как нам кажется, под музыку Франциска Лея. Вот если сравнить, это очень близко. И то есть вот это момент. Внутрь. Да. Вот очень интересная претензия была к Кончаловскому, который снял фильм «Первый учитель». От, скажем так, нашей внутренней кыргызской стороны, и эта претензия, мне кажется, до сих пор продолжается, и это уже не только к этому фильму, такой излишней, как бы сейчас назвали, ориентальности, в излишней самобытности. Да, коллеги, вы, наверное, помните вот эту претензию в том, что нашим, в том числе советским тогда партократам, очень не понравилось, как Кончаловский слишком натурально изобразил кыргызов, да? Он показал, собственно, впервые, что такое кыргызы, что такое кыргызстанцы, да, мне кажется, через вот такой подход. Как вы считаете? Да, то есть Кончаловский, может быть, под влиянием там Куросавы, он впервые снял, наверное, с кыргызов глянец. Абсолютно. Но был ли такой глянец на кыргызах раньше? Да. Понимаете? Вот, наверное, вопрос о глянце – это вопрос о том, о чем мы говорили до этого, о некоторой попытке показать, некоторые попытки, там, я не знаю, пропаганды и восприятия. Конечно, да. Сейчас я попытаюсь перейти к сегодня. А если мы говорим о современном кино, присутствует ли, на ваш взгляд, вот этот глянец, или это как воспринимает современное общество сегодняшний создатель кино? Если мы говорим о современных фильмах, да, конечно, они разные, и есть государственные заказы, о которых упомянул уже Медет, фильм «Сэкбай» фильм, да, я не знаю, насколько он популярный, и было бы, конечно, интересно посмотреть, какой его рейтинг, сколько людей туда на него ходят. Или фильм про Розакова, очень такой формализованный фильм. Да. Фильм про Алыкулу Осмонова, как сказала Лири, очень трудно увидеть в людях человека, да? Мы видим какие-то очень такие идеологические личности, постановочные картины.
Как на сегодняшний день обстоит дело с современным человеком, с реальным отражением? Как вы думаете? Я знаю, что Гульзат исследует, Гульзат антрополог, она сегодня с нами из Тюбингена, и Гульзат как раз отслеживает все эти вещи. Как вы смотрите на это, Гульзат? Да, сейчас я хочу поделиться слайдом. Я подготовила чуть-чуть про современные фильмы, скриншоты сделала с интернета. Видно, да, сейчас? Да. Угу. Это... Так, это да, я специально поставила, потому что здесь тоже интересная такая аллегория, можно посмотреть на узнаваемых наших кинематографистов. И вот эта реплика из изоляции мы с детьми делали с помощью плеймобилев и лего и всяких смайликов. То есть это тоже показывает, насколько сейчас современный мир более синтетический, быстрый, быстро меняется, более, наверное, упор ставится на развлечения, то есть игровой эффект. Поэтому я специально там поставила, чтобы показать состояние как бы современного кыргызского кино или как бы чуда. И постчудо называю здесь искусство, бизнес, развлечения или что вот в современных фильмах. В общем, самое большое отличие, естественно, это технологии, да, и разные интернет-возможности. То есть, если в советское время или до этого кыргызские фильмы, в общем, диктовали зрителю, когда что смотреть, а сейчас, в общем, зритель сам может, даже сам заказывает, какие фильмы ему нравятся, и под них подстраиваясь, этот плюрализм фильмов, кинокомпаний, они, как грибы после дождя, создают фильмы, фильм за фильмом. То есть там переосмысления, как в предыдущих как бы, традициях снятия фильма, нету. В общем, вообще большая разница между современным и тем кино, и тем кыргызским как бы киноязыком, к которому мы привыкли, кинообразом. И, в общем, то, что технология тоже влияет, что смотреть и даже предопределяет, да, какие фильмы будут дальше сниматься. И здесь в основном, посмотрела основные источники, то, что массовая аудитория в Кыргызстане смотрит, это YouTube, потому что там прям полные фильмы заливают. YouTube, Одноклассники, это соцсети, там есть отдел видео, и там прям тоже все серии фильмов, то есть полные версии. И Суперинфо. В Суперинфо есть кинозал, прям такая секция, и там по жанрам, там есть кота смотреть. И, в общем, в Кыргызстане массовая аудитория, то есть это не элитная, не фестивальная, не то, что как бы здесь зритель, то есть не тот, который привык к Акеевым или к предыдущим кинематографистам, да, то есть это молодые кыргызстанцы в основном смотрят на этих платформах. И здесь еще, что отличается от в общем, предыдущих кинопросмотров, которые происходило там в кинотеатрах или по телевизору, да, здесь еще другое отличие, это комментарии, то есть под этими фильмами можно обсуждать, комментировать, критиковать или рекомендовать и так далее. В общем, то есть здесь уже в этом плане, в современном кыргызском кино и в разных их жанрах, то есть особо свое развитие уже другое. Там, мне кажется, даже и сравнивать нечего с тем, что было до этого. Например, да, это здесь список всех этих продюсерских кинокомпаний, студий, которые производят фильмы. Ну, где-то здесь около 50 или, может, даже больше. Но это тоже отражает, как бы, может быть, общество. У нас и партий тоже столько политических, да, то есть и также кинокомпании.
Так, вы здесь у меня, да, чуть-чуть статистика была. Например, короткометражных фильмов самое большее у нас производят короткометражные фильмы. Дальше вообще по спросу комедии и драма, и дальше мелодрама и так далее идет. Вот такие фильмы можно посмотреть в разделе «Кинозал» на сайте Суперинфо. Так, это все оттуда. И в Ютубе можно, там тоже есть несколько каналов, общий просмотр там где-то набирает 100 миллионов и более просмотров. То есть мы не обращаем внимания, да, на это, но это очень-очень важная платформа для кыргызского зрителя, молодого зрителя. Это YouTube, Одноклассники и Суперинфо, Суперкейджи сайты. Да. В общем, да, и как бы более-менее серьезные там анализы или какие-то хроники ведутся. Ну, в этой фильме, то есть в этой книге очень хорошая фактическая информация, но аналитики почти нету. Там в основном идет хронология, там факты. И такие сайты тоже здесь ведутся, тоже более-менее такие формальная информация, где можно получить, посмотреть, что производится, можно рейтинги даже посмотреть, какие в кинотеатрах на первом месте по просмотру, онлайн и так далее. Рецензии? Рецензии на некоторые фильмы есть очень короткие. Да, в общем, у нас, я еще казахское сравнила, у казахов тоже примерно, как у нас тоже развивается современное казахское кино. Но там больше, по-моему, критики, больше пишут про казахское кино. А про кыргызское мало я накопала в интернете, я тоже смотрела, читала. Еще интересно, да, казахи сравнивают, ну, кинокритики, современное казахское кино с дрейфующим кораблем, то есть такой двухэтажный корабль, на первой палубе это фестивальные вот эти элитные фильмы, и на нижней палубе это как бы массовое производство фильмов, которые, да, и где зритель, так же, как и у нас, диктует, в общем, будущий сценарий. И в основном в таких фильмах отражаются как бы социальные аспекты, что происходит в обществе, то и снимается. Ну и про профессионализм, непрофессионализм, про игру актеров тоже очень много. Мы уже сказали, то есть Назик сказал, Элерин сказал, что ему не нравятся как бы современные фильмы. Да, и многие из нас, особенно как бы более-менее старшее поколение, не смотрим, да, современные фильмы, но молодое поколение на них и как бы растет. Вот когда я в селах бываю, я вижу прям в ушах телефон, и все время смотрят фильмы с телефона, сериалы кыргызские, там моют посуду, смотрят, то есть что-то занимаются делами, смотрят, то есть они растут на таких фильмах, а фильмы они в основном, вот, например, если посмотреть эти скриншоты, так, про любовь, про дружбу, про родителей, в общем, ну, такие общие, эмоциональные, да, в основном. Здесь, да, фон эмоциональный. Угу. Вот. В современном кино, если мы говорим о современном кино, тоже есть все равно фильмы, которые стали такими ключевыми и даже как метафора, да. Здесь, наверное, выделяется Берназаров. Я не знаю, коллеги, вы смотрели фильм? Ну, практически все смотрели фильм «Бельгийский маршрут», да, неизвестный маршрут, который очень часто включается как метафора и ассоциация с Кыргызстаном. И это упоминается не только там в обществе, в сетях, среди политиков, но и в целых тоже очень-очень часто упоминается. Вообще Берназаров это какой-то вот... Если много фильмов современных есть такие мимикрии, кальки, да, с какими-то известными сценариями, типа «Золушка» и прочее, то Берназаров это такой поиск ответов
именно фильмы о себе, да? Его К фильм идентичности, да. «Президент», да, как Да, господин да. президент? Господин президент. Фильм вот, Президент Мурза. Мгм. «Президент Мырза», который очень по-разному восприняли. Мне кажется, еще, поскольку фильм идет о живых людях, о живой ситуации, вот это вот восприятие идет. Или «Бельгийский маршрут», мне кажется, это вот классика современного кино. И как ваше восприятие? Ну и еще момент, когда, например, мы в 8D занимаемся памятью, мы говорим о том, что для нас это такое парадоксальное открытие, что самая сложная память – это память о периоде независимости. Да? Очень Да. сложно говорить вообще про то, что было вот сейчас. И поэтому, возможно, фильм Берназарова был воспринят как такая, многие очень болезненно восприняли, да, особенно участники тех событий. Есть ли еще на сегодняшний день в современном кыргызском кино такие фильмы, которые бы отражают, не знаю, социальный социум, политикум, вот настолько реально, как вот эти работы Берназарова? Я думаю, что такие фильмы существуют. Вопрос только о вопросе их проката, да? Потому что социальные фильмы, на самом деле, любой последний фильм, я не буду называть режиссеров, я просто назову, так скажем, самые такие яркие за последние 5 лет, которые остались у зрителя в памяти. Это осмысление текущего дня, да? Ведь очень много было снято хороших документальных фильмов. Мы не должны забывать, что кино все-таки делится на 4 основных функции или подвида, так скажем. Это документальное кино, это художественное кино, причем художественное тоже делится на очень много видов. Есть научно-популярное кино и, собственно, фильмы, связанные с мультфильмом, ну, то есть мультфильмы или какие-то другие интернет-фильмы, да, это вот следствие нашего времени. Но даже если мы посмотрим кальку на Голливуд, если мы можем посмотреть тот же фильм «Такибай», да, или фильм «Ата», или же фильм, ну, давайте я не буду касаться чисто коммерческих роликов, типа «Баджарики 1, 2, 3», хотя они тоже несут смысловую оценку, ведь очень много людей, которые не знакомы с, так скажем, с регионами, так называемые балконские жители, они для себя открывают кыргызское кино именно уже в контексте каких-то осмысляющих моментов, потому что после этого начинается дискуссия, почему сняты такие фильмы, что они являются собой, срез текущего общества, или же это срез просто, ну, иногда мы знаем, что фильмы снимаются только для того, чтобы ну, так, заработать, да, собрать кассу. Да? Ну, очень много таких фильмов, на самом деле. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, то, что Берназаров, а вместе к нему можно отнести и Марата Сарлу, и Шамиля Чапарова, как вот людей, которые пытаются показать нам фильмы с точки зрения развития через человека, да, или через какую-то концепцию. У Берназарова концепция маленького человека, неважно, это президент или же это вот как герой «Ночной аварии», да, вы смотрели, очень много призов собрал этот фильм. Ведь это, что это? Это, в принципе, снимаются ли сейчас такие фильмы, скажем, в соседнем Казахстане? Мы не знаем. Мы можем посмотреть на призму, скажем, документальных фильмов о правах человека, например. Вот зритель, давайте основываться на том, кто собирает кассу этих фильмов и показываются ли они вовне. К сожалению, мы фильмы Берназарова можем, вернее, к счастью, что мы их можем найти на YouTube. А если мы посмотрим на наши кинотеатры, да, у нас всего одна сеть «Синематика», которая практически раз в день только транслирует тот же фильм про Розакова или же фильмы про наших политических лидеров. Слава богу, что они были, но зрителей в этих залах нет. Да? Кто формирует сегодня кинематограф? Зрители или же сами режиссеры и актеры и те службы, которые определяют? У меня вот, честно говоря, этот вопрос всегда вызывает большое такое внутреннее обсуждение. Вот, к счастью, появилась платформа SMD, где мы это можем обговорить.
У меня вопрос ко всем, да, тогда вот, если тебя, Эльмира, что кто формирует сегодняшний кинематограф? Зритель или же... Потому что, будучи членом художественного совета Кыргызфильма, я читаю сценарии, которые поступают, и мы смотрим, куда идут, скажем, деньги государственного бюджета. Мы не видим выхлоп, то есть поступает сценарий, опять же, уровня свадьбы, еще что-то, да, там, ну, то есть развлекаловка такая идет. А уровень национального кино, вот то, что мы хотим вернуть, я бы хотела, чтобы мы вернулись к тем произведениям, хотя бы достичь уровня, ну, повестки, то, что задавал Айтматов. Но сейчас наверняка есть драматурги, которые могут представить историю. Понимаете, вот, мне кажется, вот этот вопрос более. Какие последние, Да. там, 2-3 фильма, которые, может быть, больше, фильмы, которые делались на как госзаказ в кыргызском кино? Вот просто напомни, пожалуйста, тогда мы можем посмотреть на конъюнктуру. Я не смогу конкретно назвать, к сожалению, у меня под рукой нет этой информации, но я обязательно вам вышлю, чтобы вы вывесили это все на своей платформе. В основном идут, конечно же, поддержка фильмов о государственных деятелях, да, вот с маркой Национальная киностудия имени Телемышок Алкеева. Это такие большие проекты. Мы постарались в этом году не пропустить ни одного коммерческого фильма, который бы, вернее, ну как, концепция, так скажем, свадьбы, похороны, драки, такибай, вот в этом контексте. Есть компании, которые могут с этим справиться. Я думаю, что это не уровень национальной киностудии. Национальная киностудия должна нести повестку, скажем так, национального возрождения, образования, образованности, да, всего самого, концепцию такого грамотного образовательного контекста, да, вот какими были и «Первый учитель», и, ну, и в какой-то мере другие фильмы, то есть категория фильмов А, да, что собирает в категорию фильмов А? Это такие концептуальные фильмы. Вот. Большинство хороших сценариев, к сожалению, не получают должной поддержки. Нет денег в государстве. Поэтому я вам честно, за последние 5 лет я вам не приведу сейчас статистику действительно значимых фильмов. Они все сняты либо в содружестве с другими коммерческими компаниями. Тот же Сайкбай, кстати, он не получил финансирования от государства в силу того, что сценарий был слаб. Вот. То есть он был снят на спонсорские деньги одного из меценатов. Сейчас будет фильм, скажем так, большой проект Геннадия Базарова, я надеюсь, он пройдет, и он действительно такого национального хорошего уровня. Я пока не буду рассказывать, о чем он, потому что мы отправили сценарий на доработку. Также получила финансирование картина Октана Арымакубата. У него был хороший сценарий, очень хороший и тоже значимый. То есть то, что Октан раньше снимал на своих фильмах, наконец-то он перешел на уровень национальной киностудии, наконец-то ему дали дорогу. Базарову сколько лет не давали дорогу снимать. Покойный Шамшиев тоже не получил ничего от государства в плане поддержки финансирования своих проектов. Поэтому это тоже большой вопрос. Почему проходят фильмы категории Б и С, то есть фильмы кассовые, понятно, но они не несут большую смысловую нагрузку, как я считаю. Они не проходят по одной причине. Любой фильм требует денег. У национального бюджета денег нет. Вы знаете, что на культуру выдается 0, ну сейчас я точно могу ошибиться, вы меня простите, 0,16% идет на культуру, из них 70-75% шло на финансирование ОТРК. Да, понятно, что можно снять на 500 тысяч сомов. Может быть, если мы все не можем вспомнить фильмы, которые сняты на киностудии, на государственные деньги, то, может быть, это и неплохо. Вот. Это очень хорошо, кстати. Это очень хорошо. Фильмы конкурируют, потому что появилось очень много
новых молодых режиссеров. И, насколько я знаю, мы можем смотреть их или нет, но то, как говорит Гульзат, они востребованы, люди смотрят их в Ютубе, на них ходят, те же самые баджарики. Это вот новая субкультура, и просто, может быть, она, может быть, может быть, очень зря она выпадает от того, что у нас просто в Кыргызстане, и, может быть, не только, вообще нет такого инструмента, как рецензирование, да? Или, может быть, кто у нас главный оценщик, кто у нас рецензор? Сейчас очень часто говорят, что это как бы люди голосуют рублем, когда идут смотреть на какие-то фильмы. Может быть, это тоже очень знаменательно. Вот какие самые популярные фильмы сегодня, на сегодняшний день, в таком широком, на что люди покупают, на какие фильмы люди покупают на свои деньги билеты и ходят, что они предпочитают? Есть ли такая какая-то статистика? Мне кажется, такой статистики нет. Я Вот так я думаю. смотрела, что Гульзат делала такой анализ. Может быть, у вас есть, Гульзат? Ну, в комедии, ну, я могу судить по комментариям и по просмотрам, то, что сейчас у меня в памяти осталось. Это в основном комедии и такие... А прям названия, да, ну, Такебай, Баджарики, какие еще. Очень много таких, Хайнене, есть Гелин, такие прям простые названия. Герои – обычные люди из жизни, то есть это Гелин, Хайнене, неудачный муж, там, мигранты, то есть это, да, обычные герои из жизни, из обыденной жизни. Там много легкого юмора, высмеивания много. Помните, мы еще когда по языку вражды делали проект, то есть в фильмах уже в общем, устоялась такая нормализация высмеивания каких-то различий региональных, например, кулинарные или в плане ритуалов, тоев. Кто-то что-то не так сказал, не столько колыма дал и так далее. В общем, это тоже смешно зрителю. То есть это является отражением нашей реальности. Это может стать, например, через 20 памятью, некоторой фиксации памяти о том, как мы проживаем сегодняшний день. А мне кажется, сейчас вот современные вот эти массовые фильмы, они ориентированы на зрителя, то есть зритель определяет сценарий фильма. И они, не знаю, за полгода или за год просто могут снять такой фильм. То есть, на самом деле сейчас технологии позволяют снимать фильмы очень быстро, потому что уже нет затрат на кинопленки, стандартные какие-то ранее доказательные функции. То есть бюджет, к счастью или к сожалению, госбюджет никак не влияет на это. Люди находят деньги. Ну, вот давайте посмотрим по качеству фильма. Все-таки кассовые фильмы, которые влияют на рынок не только Кыргызстана, но и соседних государств. Это, наверное, фильмы Руслана Акунова. Это фильмы, сделанные с хорошим голливудским, так скажем, подходом технически, да, они действительно собирают очень много. Фильмы, которые ориентированы на внутренний рынок, да, они определяют ситуацию, и зачастую, скажем так, зритель неискушенный, необразованный, ну, извините, да, я буду своими словами, это моя точка зрения, человек, не читавший книги серьезным образом, да, не имеющий возможности получить хорошее образование, он будет смотреть фильмы попроще. Это доказано, к сожалению, у нас нет проведенных статистических или, так скажем, социологических исследований, я не видела, по крайней мере, но рецензии, отзывы зрителей, они показывают, что зритель смотрит, что попроще, над чем можно посмеяться и отдохнуть. Но будет ли формировать повестка сегодняшнего кино инструменты или институт памяти через 20 лет, я, конечно, не могу сказать. Если мы посмотрим просто на свои ностальгические какие-то моменты, то, что мы смотрели в 80-е годы, и мы можем вернуться к ним, да, к таким фильмам того же Рязанова, да, или того же Булата Шамшиева, как «Волчья яма», или еще что-то, да, это уже тот язык, который устаканился, да, который уже имеется в этом. Новый язык кино, он еще не сделан. То есть
Баджарики кто-то будет хранить как ностальгию по какому-то детству, но я не думаю, что эти вопросы, ну, я могу ошибаться, конечно, что через 20 лет какое-то поколенческое будет решение пересмотреть их. Понимаете, дело не в том, что фильм плохой или хороший, а фильм повестки дня. И если нет рецензии института, если нет вот этой памяти, дигитальной памяти, кроме как YouTube или еще что-то, а все идет к тому, что все будет идти правовым вопросам, и если киностудия, выпустившая какой-то фильм, будет иметь права на тиражирование фильма в дальнейшем или свободный доступ, это один вопрос. А если такого доступа не будет, и люди будут платить из своего кармана, на сегодняшний день очень редкое количество зрителей будет платить за доступ к этим фильмам. Понятно, что здесь вот такие аспекты нужно воспринимать. Но, например, через 20 лет я с удовольствием посмотрю и Такиба, и Баджарики, да, но будет ли это формировать повестку моих внуков, я не знаю. Не могу дать ответ. А вы как думаете? Я вполне допускаю, что фильмы, ну, во-первых, большинство из которых я не видела, но я вполне допускаю, что фильмы, к которым мы сегодня можем относиться, сравнивая с тем же там, Шамшиевым, Макеевым, что многие фильмы могут показаться нам ну, не такими качественными, может быть, учитывая бюджет, но мне кажется, что, во-первых, они все равно могут быть метафорой времени, а во-вторых, фиксировать память. Ну, и опять же, возвращаясь к Бекназарову, да, фильм, его связанный вот, «Господин президент», я знаю, что очень многие его очень негативно воспринимают, и он очень своеобразный, но это, безусловно, авторское социальное кино. Или, например, на мой взгляд, фильм Нурбека Игена «Пустой дом», который тоже... Абсолютно. Вообще в этом смысле надо еще говорить про зрителя. Наше общество же парадоксально, оно тогда как бы вопрос, готово ли оно воспринимать о себе всю ту правду, которая происходит вокруг. И одно дело в тех фильмах, про которые говорит Гульзат, восприятие мигрантов, да, гелинки или так, с чувством юмора. А когда это фильм, например, «Пустой дом» или фильм «Айка», которые очень болезненно воспринимаются, даже не то что психологически, но и физически, и которые являются абсолютно, ну, я не знаю, правдивыми, и общество это понимает, но оно все равно отторгает. И происходит опять то же самое, я бы назвала это феноменом Кончаловского в кыргызском кино. Да? То же самое происходит, когда это такая же претензия, как претензии к Кончаловскому. Слишком натурально, слишком аутентично, слишком ориенталистски, или не знаю как. Но наше общество все-таки хочет видеть себя более позитивно, даже пусть это будет с чувством иронии, но не настолько натурально, как это, например, в «Айке» или в «Пустом доме». Хотя, безусловно, это есть. Вот этот вот, ну, не только для нас социальный феномен, когда люди хотят, не готовы, если, может быть, смотреть вот к такой натуральности. Или второй момент. Люди, мы настолько политизированная нация и общность, которая настолько находится в политике, настолько много всего этого сейчас в сетях и в СМИ, что люди не готовы еще смотреть художественное кино об этом, хотя оно настолько болезненное и в некотором смысле катарсично, да, оно ощущает. И тогда следующий вопрос. Если мы говорим о развлекательном кино, оно ведь тоже разное, то какое кино из развлекательного самое востребованное? И второй вопрос сразу закинул. Когда мы говорим про наше прошлое, да, фильмы о нашем прошлом, они или с такими идеальными героями, будь ли это Разаков. Знаете, мне в одном интервью в Баткене сказал один человек, он сказал, понимаете, говорит, наш Разаков сегодня это Ленин. То есть в Баткене наш Разаков это Ленин. Да? Он, безусловно, канонизируется, идеализируется. Такая же ситуация с Алакул Осмоновым, такая же ситуация с Айкбаем. Мне кажется, в некотором смысле и такая же ситуация с Курманджан Даткой, которая вдруг стала
одной единственной, хотя их было 3 в истории Кыргызстана, ну, в прошлой, предполагаю, что больше, которая стала таким археобразом женщины, да, как зафиксирован. Не совсем понятный мне, если честно. Не совсем я принимаю образ женщины, жертвующих своим сыном. Но как некоторый такой вот образ, он сформирован. И здесь еще один момент по поводу документального кино. Зарема о нем упомянула, про этот жанр. Вот буквально несколько лет назад при Атамбаеве был снят многосерийный фильм об истории Кыргызстана, если вы помните. Аида Касымалиева и Султан Баке, бывший министр культуры. Раев. А? Раев? Султан Раев. Не Раев, не Раев, Султан Баке, другой журналист, который работал на BBC, он был Все, последняя позиция министра культуры. Вот они как раз создали очень интересный, на мой взгляд, фильм про историю Кыргызстана, историю независимости Кыргызстана. Единственное, там слишком ощущается заказчик. Да? Султан Джумагулов, да? Султан Джумагулов, да. И фигура Алмазбека Шаршеновича там, конечно, очень выпуклая, мягко говоря. И это государственный заказ, это большие деньги, это большое многосерийное кино про историю Кыргызстана, во многом очень качественное, если бы не заказчик. Вот я теперь, у нас есть буквально 15 минут, я оставляю время для всех, кто хочет высказаться о кино, которое снято в Кыргызстане. Пожалуйста. Можно я 2 строчки скажу, буквально минуточка. Вот как раз рефлексирую на заданный вопрос, и связать нужно, наверное, с теми ответами, которые мы уже дали по этому вопросу. Все-таки кинематограф имеет 2 составляющие. Это коммуникации, да? Коммуникация, умение разговаривать со своим зрителем, умение доводить месседж из идей кино, любого сценария и так далее. И второй момент – это трансляция, так скажем, наших мифов о прошлом. Понятно, даже проживая какой-то исторический процесс, все равно в силу разных моментов наша собственная мнемотехника, то есть когда мы забываем определенные процессы, вытесняем их, забываем и уже даже, может быть, не помним детали, а это естественно, это нормально для психики отдельного человека. То есть кино – это вот источник информации, наверное, полезный источник информации о каких-то вещах, где-то это вымысел, а документальное кино – это прежде всего фиксация определенных фактов, фиксация. Там не должно быть придумки, там должно быть четко выраженное личное мнение автора фильма, но факты должны быть очень даже достоверные, потому что это архивные источники, это интервью со свидетелями, это фиксация определенных исторических фактов. Поэтому в этой связи я думаю, что кинематограф Кыргызстана, он переживает как раз таки вот эти свои взлеты. Конечно, бывают некоторые упущения в каких-то аспектах, но вот мне кажется, что вот наши собственные накопленные знания, наше собственное, так скажем, чувство истории и способность проникать, собственно, проникать, скажем так, в замысел авторов или проникать в психологию ситуации, вот это, что влияет на наше восприятие кинематографа. Если кинематограф отвечает этим вопросам, да, то есть насколько я считываю этот месседж, что я могу об этом рассказать. Ведь мы все рассказываем, какой фильм на нас произвел впечатление. Я помню, по молодости фильмы определенных режиссеров вызывали дискуссии чуть ли не до драки, да, отстаивая свое собственное мнение, хотелось как-то донести свой месседж. Вот и сейчас, вот что несет любой кинематограф, любой фильм в сегодняшнем кинематографе Кыргызстана? Вот это главный вопрос. И тогда будет понятно осмысление прошлого, осмысление настоящего. Это вот как бы вкратце. И таких фильмов я могу назвать некоторое количество, определенные фильмы, но, скорее всего, я их буду писать в своих рецензиях, поэтому я пока еще не готова дать такой четкий ответ. Но для меня вот чувство истории, то есть моя собственная способность проникать в историю лиц, в историю прошлого, это вот и будет
Для меня камертоном определение, что такое память в кино. Вот. Это я вот просто... Спасибо. Спасибо. Мы ждем рецензии, Зарем. Мне кажется, что вот очевидно, что инструмент рецензии необходим и в кино, и в книгах, и в статьях, и всего того, что происходит в культуре и в искусстве. Кино и сегодня. Может быть, мы что-то упустили? Есть еще какое-то мнение, Медет? Ну, я извиняюсь, может, что под конец такое мнение привношу. Как бы мы же про кино говорим как про какой-то продукт, то, что мы понимаем под киноиндустрией же, да? Да. Художественное кино, документальное. Но если Да. немножко расширить это понятие, что это видеопродукты, которые фиксируют какие-то моменты нашей жизни, личные, общественные, то вот то, что уже затрагивалось, у нас же технологии растут. Условно говоря, все то, что есть на YouTube. Я опять-таки к тому, что видеопродукция же разная. Мы же с точки зрения памяти же говорим, да, про кино же. И здесь получается, не знаю, там есть же много разной видеопродукции, которая оставляет какой-то эффект или отпечаток на нашей памяти. Не знаю, даже то же самое видео, которое гуляет до сих пор про эту мужчину и женщину в Сузаке, да, женщина с шинами и так далее. Но это всякие, это не художественный продукт, это не художественный фильм, это даже не документально, но это документально в каком-то определенном аспекте. Я к чему говорю? Это к тому, что если так смотреть политэкономически, память через художественный видеоряд или через кино или видеоряд, да, она же разными способами заполняется же, да? И в современном мире мы имеем доступ к разным. Вот уже Гульзат уже показывала, там, и в том числе разные платформы, не только к таким продукциям киноиндустрии, но и к разным видеопродукциям. Я вот к чему все это говорю? К тому, что сейчас, как бы, наверное, этот технологический аспект, он тоже важен в том плане, что люди формируют иногда чаще сами тоже свой запрос на то, что им хочется смотреть, и что они хотят остаться, с чем они хотят заснуть, условно говоря, и что они хотят помнить. Там, скажем, у меня на Netflix, там, не знаю, это всегда предлагается, вот, предлагаем вам фильм и так далее. То есть это иногда как бы сама эта платформа формирует твои вкусы и запросы и так далее. Ты сам тоже подсознательно стремишься кликнуть там на какой-то жанр, да ну нафиг вот эти всякие исторические и так далее, я лучше отдохну и посмотрю вот это. Сейчас выбор широкий, и вот этот поток информации, который формирует нашу память о чем-то прошедшем, оно формируется нашими запросами. Но плюс еще это основывается на каких-то технологиях. Да. И получается, то, что мы сейчас проговариваем, это немножко, может, отголоски старых технологий, когда была какая-то киноафиша, пара фильмов там раз, два, три, 2-3 недели, и, может быть, там советская кинопрограмма и так далее, или там то, что раз кино, Кыргызфильм профинансирует. Но по сути же, как бы наше же восприятие через какие-то кино или видеоряд, они же формируются по-разному. Я просто вот под конец хотел такие 5 копеек внести в нашу дискуссию. Да. У нас у слушателя Дамир Сатаров из Казахстана, который присоединился к нам, есть вопрос к Лере Битикчи. Здесь он написан, да? Дамир, вы сами его озвучите или мне прочитать? И Лера Битикчи быстро смылся. Прочитать лучше. Не, читаю. Я читаю. На ваш взгляд, какие фильмы сегодня в Кыргызстане больше выполняют функцию исторической памяти? Советские и кыргызские фильмы или те фильмы, которые были сняты уже в период независимости? Хороший вопрос. Элери, отвечай. Если по формированию образов, то, конечно, это советские фильмы, потому что там все-таки, я не знаю, больше мастерства, что ли, или еще что-то, или из-за того, что так мало было. Те образы, которые сыграли, вот, особенно в период Крымского чуда, да, то есть они же до сих пор есть. Это вот как Манаса Герцен нарисовал, вот это все, и до сих пор образ Манаса не перебит другими работами. Я вот не помню, чтобы какой-то образ сложился сейчас из независимого, ну, лично для меня,
во-первых, наверное, все-таки какие-то... Вот когда Сомы были, там короткие такие видео были про Сом, они даже больше образа Бишналиевой там или еще кого-то, исторических фигур для меня сделали, чем какие-то фильмы. Потом, наверное, все-таки очень трудно вот эти байопики, да, называют их, снимать это даже любые, пусть это будет Голливуд, все признают, что это очень трудно снимать, формировать образ человека, который был и в детстве, и, я не знаю, и в юности, или там еще когда-нибудь. И, наверное, сейчас снимают фильмы про тех людей, которые жили в 20 веке, а в 20 веке их образы уже были. Фотографии, какие-то даже художественные, или не художественные, документальные кадры. Ну, то есть вот это все перебить и поставить какой-то новый образ, еще не было такого. Потом, наверное, у нас крымское кино сейчас, вне зависимости, оно сильно авторским фильмом, и оно не обращается к таким темам, которые могли бы эпоху какую-то там, ну, как «Унесенный ветер», вот про гражданскую войну, или еще что-нибудь. Не брались, мне кажется, даже наши режиссеры за такие вещи. Про прошлое, вот, например, «Дара Кыры», более-менее такой качественный фильм, но он такой больше художественный, да, и там ничего он не пытается перебить или образ прошлого навязать. Он про сказку какую-то больше. Мне кажется, все-таки советские фильмы, они сильнее отражали прошлое и до сих пор влияют. Образы басмачей у нас точно остались от «Седьмой пули», наверное, потому что я помню, даже мне пришлось статью писать про то, что хорошо вооруженный басмач — это такой же миф, что английские пулеметы тоже миф, а все это в «Седьмой пуле» есть, как бы. Хорошо? Все-таки советский фильм. Ага. Ага, спасибо вам за вопрос и спасибо, что присоединились к нам. Эльмира, микрофон. Микрофон, Эльмира. Да, это очень важно, что к нам присоединились представители еще из Казахстана. Есть у кого-то другое мнение? Вы все согласны с тем, что в современном кино нет такого архетипа, ну, или для кого-то, которые бы стали бы символом времени? В принципе, если бы мы знали... Ой, извините, не знаю, пожалуйста. Говорите, Зарема. Я просто забуду свою мысль, извините. Говорит, Зарем, слушаем. Просто вы знаете, вот нужно на самом деле проанализировать, а какие фильмы-то мы посмотрели за последнее время и кто герой. Вот для меня, если смотреть простым таким зрительским взглядом, вот взять массовость всех наших фильмов, конечно, байопики у нас очень редки, буквально раз там, в 5 лет про кого-нибудь, и то это больше документальное кино, чем игровое. То, что вот Иллирий быстро упомянул про рекламные ролики Национального банка, там было несколько роликов, которые были заявлены как, вернее, это были заявки на хорошие биографические, художественные фильмы полного метра, но, к сожалению, не было финансирования, и поэтому, а каждый из них был уже готовый проект, и я знаю, что в принципе, и режиссер, и авторы этих роликов, даже Нацбанк готов был отказаться в то время от, ну, как бы подарить эти права Кыргызстану всему народу, но не нашлось финансирования. А сейчас, если смотреть, это вот маленький человек, которых играют наши популярные уже медиа люди, это популярные артисты Кыргызского драматического театра. То есть вот как раз таки образ таких
простые люди, как тот же герой Такибая, да, герои Бояриков. То есть вот это сейчас является. Вопрос состоит в том, что или вот люди, которые добились успеха, там, Салам Нью-Йорк, да, или вот герои Дара Кыры, действительно. То есть, но они не стали теми прообразами, потому что те фильмы крутились, как правило, еще и по телевидению. У нас сейчас, я не знаю, на какой телевидение. Медет? Я хотел просто добавить про этот вопрос про архетипы, потому что для архетипов, конечно, требуется какое-то время, чтобы проявилось, кристаллизовалось. Может, еще не так прошло много времени, 30 лет. Но даже вот этот фильм «Бельгийский маршрут», как бы тоже один из таких показательных в плане того, такой набор архетипов, который складывался. И также интересно смотреть про постсоветское пространство. У нас не сложился архетип какого-то бандита, да, условно говоря, 90-х годов в наших фильмах. Но я не помню, во всяком случае. То есть и в этом отношении вот эта мозаика в неизвестном маршруте Берназарова, это, может быть, тоже один из таких примеров того, как насколько фрагментированы вот эти разные образы, которые у нас формировались. Ну, плюс к этому то, что там не было, вот образ мигрантов у нас в фильмах тоже часто формировался в разных фильмах, про которые уже упоминали. И, наверное, это в какой-то степени действительно тоже это про образ такой коллективной памяти. То есть, когда мы смотрим на какие-то образы людей и думаем, с чем соотносятся вот эти образы людей с какой-то эпохой, там, 90-х, нулевых, ну или, может быть, последнего десятилетия. Или Да. образ плохого героя, он есть, он кочует из одного фильма в другой. Если мы говорим о современных фильмах, я не буду их перечислять, я могу сказать, что это коррумпированный чиновник. Да, и он появляется практически везде в фильмах. Я даже напомню фильм, очень несколько вышло популярных фильмов про Улак-Тартыш, так или иначе, опосредованно или прямо про эту игру, и там везде есть некоторый коррумпированный, богатый, серый. Или вот фильм Октана «Свет Оке», да, когда в конце Да, 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 местные да, да. власти китайцам продают там что-то такое, да. Да, да, да. То есть, если мы говорим про сегодняшнего отрицательного героя, это какой-то коррумпированный человек власти на локальном уровне, на национальном уровне, он фигурирует везде. И таким образом все-таки отражение реальности происходит. Да, здесь, безусловно, то, о чем говорила Гульзат, мы меньше смотрим фильмов, то есть это уже не централизованное телевидение и кино, но это происходит. Да, и это действительно отражает, что в обществе происходит. То есть сейчас мы имеем то, что к чему шли, то есть люди уже устали, да, от этих коррумпированных чиновников, то есть это истеблишмент, политическая элита, чинкирики, то есть все, народ уже ждал как бы героя, ну, не будем называть имена сегодня, и, в общем, восстал герой. Как бы. Да, да. Коллеги мне тут напоминают, что время истекло. Давайте будем считать, что наш разговор о кино как отражение нашей с вами реальности только начался, он открыт. Мы много чего не обсудили. Есть целый пласт фильмов, которые мы, наверное, просто еще не увидели. Такие фильмы, как «Аврора», и целый пласт авторского кино, который у нас все-таки выходит, происходит. Сегодня мы начали разговор с такой очень широкой темы. Дальше я предлагаю эту тему расширить, может быть, по через различные тематики. Будь это миграция, будь это плохой герой и все-таки герой, антигерой, коррумпированный чиновник. Кто сегодня у нас добрый герой? Мы сегодня об этом не говорили. Кто сегодня добрый герой? Собственно говоря, это вопрос как для кино, так и для нашей реальности. Большое всем спасибо. Продолжение следует. Да?